Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – охрана растительного и животного мира Кыргызской Республики. Познавательным, но и тревожным. В ходе урока мы с вами узнаем, какие представители растительного и животного мира Кыргызской Республики находятся под охраной, когда была создана Красная книга Кыргызстана, какие существуют виды охраняемых территорий. Ребята, вначале я хотела бы привести статистику. Ученые посчитали, что с 1600 года на нашей планете вымерло около 150 видов зверей и птиц. Более половины из них за последние 50 лет. До появления на Земле человека один вид животного исчезал в среднем за 1000 лет. С 1850 по 1950 год один вид за 10 лет, то есть в 100 раз быстрее. После 1950 года один вид животного исчезал за 1 год. А сейчас ежедневно исчезает один вид растений, животных или грибов. Если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет каждый прожитый людьми час будет отмечен гибелью одного вида организмов. Почему исчезают живые существа? Самый общий ответ – из-за нарастающего воздействия человека на природу. Это воздействие проявляется в основных в двух формах. Прямое истребление организмов того или иного вида, например, сбор букетов, охота, рыбная ловля. Косвенное уничтожение мест обитания живых организмов, загрязнение природных вод, вырубка лесов, распашка земель. Целью защиты растительного и животного мира в первую очередь нужно направить все свои усилия на их охрану. Обычно выделяют два аспекта, связанных с охраной растительного и животного мира. Охрана редких исчезающих видов флоры и фауны, охрана основных растительных сообществ. Природа Кыргызстана богата и разнообразна. Она великолепна не только красотой, но и обилием природных богатств. К ним относятся леса, озера, горы, луга, пастбища, многое другое. Поэтому очень нужно, чтобы каждый человек, особенно подрастающее поколение, познали природу своей родины, охраняли и бережно относились к окружающей среде. Как мы знаем, Кыргызстан находится внутри Евразийского материка. Природные условия его самые разнообразные. По окраинам высоких гор, горных хребтов располагаются относительно ровные, покатые, красивые долины, реки, озера и белоснежные вершины с нетающими снегами. Человек из года в год, поколение за поколением привык к тому, что при использовании природных ресурсов они легко восстанавливаются. Пластичность природы, способность противостояния были ее самыми ценными для человека качествами. Из-за того, что человек с каждым днем начал использовать природные богатства, это привело к тому, что природа потеряла свое равновесие и исчерпала ресурсы. Поэтому охрана природы, восстановление и ее защита – главная задача всех граждан нашей республики. Охрана растений и животных – важная международная и государственная задача. В нашей стране многие редкие растения и животные уже взяты под охрану. Предотвратить исчезновение редких видов растений и животных необходимо прежде всего сохранение их генофонда в целях научного изучения, хозяйственного, культурного и медицинского использования. Растения и животные – самые ранимые компоненты природных территориальных комплексов. От человеческой деятельности страдают в первую очередь именно растительный и животный мир. Но человек не может прекратить свою хозяйственную деятельность, так как этим мы обеспечиваем свои жизненные потребности. Еще одно значение охраны природы – защита от живописных уголков, уникальных природных объектов от чрезмерного нашествия людей, наносящих вред и приводящих к истощению природных богатств нашей Родины. Животный и растительный мир нашего края очень велик. В результате воздействия человека численность многих видов значительно сократилась, а некоторые из них полностью исчезли.
Чтобы сохранить животных и растений для будущего поколения, на нашей родине создаются различные особо охраняемые территории. Для поддержания биоразнообразия на сегодняшний день в Кыргызской республике создана сеть особо охраняемых природных территорий на общей площади более 6% от площади страны. Из них 10 государственных заповедников, 13 государственных природных парков, 11 лесных, 23 ботанических, 19 геологических, 2 комплексных и 16 охотничьих зоологических заказников. Ребята, давайте вспомним понятие особо охраняемой территории. Заповедник – это участки суши или акватории, в пределах которых запрещено полностью или ограничено хозяйственное использование ландшафта. Самый первый заповедник был создан в XIII веке князем Даниилом Галицким. Великий заповедник – Беловежский и Цуманский пущ. Первый заповедник на территории Кыргызстана – Иссык-Кульский биосферный заповедник, образован в 1948 году с целью сохранения водно-болотных и орнитологических комплексов озера Иссык-Куль. В Сарычелекском заповеднике уникальный природный комплекс сохраняется с гребня гор до средневысотных горных степей. Бешаральский заповедник создан с целью охраны неповторимого природного богатства Бешарала. Заповедник является местом обитания эндемика западного Тянь-Шаня Сурка-Менсбера. Нарынский заповедник основан в 1983 году для защиты хвойных лесов и альпийских лугов. Главные объекты охраны – ель, шенка и морал. Заказники – охраняемая природная территория, на которой под охраной может находиться как весь природный комплекс, если заказник комплексный, так и некоторые его части, только растения, только животные, либо их отдельные виды, историко-мемориальные или геологические объекты. Национальный парк – особо охраняемая природная территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. Первый в мире Йеллоустонский национальный парк основан в 1872 году в США. Первый национальный парк на территории Кыргызстана – Ала-Арча. Парк Ала-Арча, Ала переводится как пегий, полосатый, Арча – можжевельник. Начинается с самой высокой центральной части киргизского Алато и занимает Аларчинское ущелье. Уникальный природный парк Чонгкемин является домом для редких птиц, животных, насекомых и растений. Национальный природный парк Каракол был создан в целях сохранения уникальных природных комплексов ущелья Каракол. Именно боязнь навсегда потерять виды диких животных и растений, природные экосистемы и ландшафты привела к появлению особо охраняемых природных территорий, участков суши или водной поверхности, на которых запрещается или ограничивается хозяйственная деятельность, угрожающая дикой природе. Подобные зоны представляют уникальную возможность для наблюдения и научного исследования их естественной среды и обитателей. Но несмотря на создание особо охраняемых территорий, происходит снижение численности и воспроизводства видов животных и растений. Многие из них находятся на грани вымирания. Среди них дикий гранат, тигр, красный волк, выдра. Одной из первых попыток решения этой задачи стало создание в 1934 году в Брюсселе Международного бюро охраны природы. Эта инициатива была поддержана в ЮНЕСКО, и в 1948 году был создан Международный союз охраны природы. По инициативе Международного союза охраны природы с 1966 года издается Красная книга фактов, в которой приводится список видов животных и растений, которым угрожает вымирание. Красный цвет – сигнал запрета, понятный людям всего мира. Поэтому так была названа книга фактов состояние тех видов животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения или стали редкими. Красные книги бывают различного уровня – международные, национальные и региональные. Красная книга Кыргызской республики – это список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов. По постановлению Совета министров Киргизской ССР от 10 мая 1976 года была образована Красная книга Киргизской ССР.
от 13 апреля 1981 года был утвержден список видов, подлежащих включению в Национальную Красную книгу Киргизской ССР. В 1984 году был утвержден дополнительный список. В апреле 2005 года правительством Кыргызской республики было принято постановление, согласно которому утвержден новый список, и в 2006 году вышла Красная книга Кыргызстана. Для удобства страницы в книге цветные. Красный цвет означает исчезающие виды животных, черный – вымершие виды животных, белый всегда было мало, желтый – количество быстро уменьшается, зеленый – восстановленные виды, серый – малоизученные животные. В Красную книгу Кыргызстана включено 4 вида грибов, 83 вида растений, 1 вид паукообразных, 17 видов насекомых, 7 видов рыб, 2 земноводных, 8 пресмыкающихся, 57 видов птиц и 23 вида млекопитающих. А теперь, ребята, давайте рассмотрим, какие виды живых организмов занесены в Красную книгу Кыргызской республики. 26 видов млекопитающих: морал, снежный барс, тянь-шанский медведь. Снежный барс – владыка снежных вершин. Снежный барс или эльбирс – один из самых редких и малоизученных животных на планете. Этот вид занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Кыргызстана с 1985 года. Место обитания охватывает биотопы, расположенные в поясе между 1500–4000 метров над уровнем моря. Порой встречается у границы вечного снега, его следы даже зимой несколько раз встречали на высоте 4,5–5 тысяч метров над уровнем моря. Летом же чаще всего держится на высоте 4000–4500 метров над уровнем моря. Летом вслед за своей основной добычей снежный барс поднимается в субальпийские и альпийские пояса. Зимой, когда устанавливается высокий снежный покров, эльбирс спускается в высокогорье, в средний пояс гор, часто в области хвойного леса. Сезонные перекочевки характеризуются довольно регулярным характером и обусловлены сезонными миграциями копытных основной добычи эльбирса. Благородный олень. Морал – резко сократившийся в численности по всему ареалу горный центральноазиатский подвид галактического вида. Распространение общее и в стране. В Кыргызстане в XIX веке был распространен почти по всем еловым лесам, но к 1980 году исчез на хребтах Чаткальском, Таласском, Киргизском, Малдато, Джунгалто, Сарыджаз, Ферганском и Атбашинском. В настоящее время встречается на хребте Нарынто и восточной части хребта Терскей и Кунгей-Алато. Место обитания – еловые леса и заросли кустарников на высотах 2000–3000 метров. Летом может уходить в открытые безлесные участки, субальпийские луга до высоты 4000 метров. Тянь-шанский медведь считается самым малочисленным подвидом бурого медведя. Встретить тянь-шанского медведя – большая удача. По мнению специалистов, в Кыргызстане осталось менее 300 особей бурого тянь-шанского медведя. А также в Красную книгу занесены манул, джейран, норка, красный волк, рысь, ушастый еж, Марко Поло, каменная куница, перевязка. Из всех сурков самый маленький сурок Минсбира. Длина 40–49 см. Окраска верха от желто-коричневой и темно-коричневой до черной. Брюхо и бока светлые. Встречаются только в альпийском поясе западной части Чаткальского хребта. В Красную книгу занесены 83 вида растений. Цветок айгуль – растение с высотой от 1–1,5 метра с длинными зелеными листьями, которые растут по всему стеблю. Специалисты отмечают, что ростки у лунного цветка проклевываются только через 7 лет, а еще через 7 появляется первый цветок. И каждый год прибавляется по одному ярко-оранжевому бутону. Поэтому, увидев айгуль, можно сосчитать, сколько ему лет. По данным ученых Национальной академии наук, этот эндемик встречается только в Баткенской области, вдоль Туркестанского хребта.
относится к исчезающим видам и занесен в Красную книгу Кыргызстана. В Красную книгу также занесены растения лук пскемский, барбарис кашгарский, копеечник киргизский, тюльпаны Грейга, кауфмана, зинаиды и другие, пихта Семенова туркестанская, миндаль и рябина. Биологические сущности исчезают, что уменьшает богатство природы. В природе все связано между собой, поэтому вымирание одного вида рушит целую цепочку. Браконьерство, антропогенные изменения ландшафтов неблагоприятно сказываются на условиях существования большинства видов животных и растений, мешают нормальной жизни и приводят к снижению их численности даже при запрете охоты. Особенно опасно сокращение площади лесов, которые за последние полвека уменьшились вдвое. Хотя именно в лесах сосредоточено не менее половины всего видового разнообразия флоры. Их защита от эрозии, производство кислорода, поглощение и нейтрализация вредных веществ, привлечение осадков, равномерное распределение стока, переработка отмершей органической массы – все эти необходимые функции выполняют многочисленные виды живых организмов. Причины вымирания животных и растений – это загрязнение воды, охота, пожары и наводнения, строительство дорог, загрязнение воздуха, вырубка лесов. Что же люди делают при спасении живой природы? Ученые выявляют виды и сообщества организмов, которым угрожает опасность, намечают меры их охраны. Ученые добиваются введения запрета на любое уничтожение, сбор, охота, вылов существ, нуждающихся в охране. Создаются охраняемые территории. Что мы должны сделать, чтобы все это сохранить? Выбрасывать мусор, особенно пластиковый, только в специальные контейнеры. Не разжигать в лесу костры, не охотиться на животных, занесенных в Красную книгу, рыбачить только в разрешенных местах, в определенный сезон, не заниматься отловом редких видов рыб, не мыть автомобиль в водоеме и не выливать в воду технические отходы. Зимой подкармливать городских птиц, участвовать в субботниках по очистке лесопарковой зоны. В случае обнаружения утечки промышленных отходов срочно сообщить об этом компетентным органам. Если каждый из нас будет соблюдать эти нехитрые правила, состояние окружающей среды заметно улучшится, но одних усилий простых граждан часто оказывается недостаточно. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч!